Прекрасная снежная зима с Новым годом и легким морозцем. А что может сделать ее лучше? Конечно же, новый выпуск Профньюз. Смотрите уже сейчас. Школа грантового проектирования. День рождения волонтерского центра «Спектр» при Пробюро факультета философии и социологии. Опрос. У многих студентов совсем нет времени на сон. А вот у участников школы грантового проектирования есть время не только на учебу, но и на написание собственных проектов. Реализовать свой проект и воплотить свои идеи молодежи поможет школа грантового проектирования «Проект Go. Поймай свой грант», который проходит на базе Башкирского государственного университета. Данное мероприятие проходило в нашем университете с 5 по 8 декабря. Целью школы является улучшение качества и увеличение количества проектов, реализуемых молодежью. Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам молодежи администрации городского округа город Уфа и Центр содействия занятости при поддержке Объединенного совета обучающихся Башкирского государственного университета. Получить основу проектирования в этой школе мог каждый желающий в возрасте от 16 до 30 лет. В течение 3 дней участников проекта ждали лекционные, тренинговые и практические занятия, а также обучение ораторскому искусству. На лекциях были рассмотрены вопросы о том, как разработать и реализовать свой проект, как поставить цель и добиваться результата, и о возможностях получения гранта. Школа грантового проектирования направлена, нацелена на то, чтобы молодым людям показать, рассказать, как именно от идеи воплотить, написать на бумагу и подать это уже заявку как грант для участия, выиграть денежный приз на реализацию своей мечты. В ходе мероприятия были представлены площадки по направлениям: экологическое, инновационное, образовательное, предпринимательское и спортивное проектирование. Я считаю, что социальное проектирование – это вообще сейчас актуальная тема вообще в нашей стране и в нашей республике, потому что сейчас существует просто огромное количество форумных кампаний, где ребята реально могут выиграть грант на свои проекты, реализовать интересные идеи. И именно это мероприятие научит их правильно оформлять свои проекты, потому что это очень важно. Этому реально надо учиться, отдавать этому время, и тогда уже получится выиграть грант. По итогам работы авторы лучших проектов были вознаграждены, и каждому участнику были выданы сертификаты. Алия Уразбахтина, Адель Хусаинова, специально для Правком ТВ. 2018 год объявлен годом добровольцев и волонтеров, а 5 декабря волонтерский центр «Спектр» при Пробюро факультета философии и социологии отпраздновал свой день рождения. Волонтерское движение «Спектр» факультета философии и социологии 5 декабря празднует свой день рождения. В честь этого праздника было проведено отчетное мероприятие. Волонтерскому движению «Спектр», организованному на базе факультета философии и социологии, исполняется год. Это событие ребята решили отпраздновать Всероссийский день волонтеров. За год работы участники движения сделали много добрых дел, за что и были награждены похвальными листами и грамотами под громкие аплодисменты зрителей. С праздником волонтеров пришли поздравить не только студенты, но и спонсоры, телеканалы СТС и Домашний. Для гостей были организованы веселые конкурсы и викторины, победители которых получили памятные призы. Самым необычным событием во время торжества стал флешмоб, устроенный волонтерами. А в конце мероприятия организатор движения «Спектр» Вадим Егошин сказал поздравительную речь. Он поблагодарил ребят за проделанную работу и произнес напутственные слова, вдохновив на дальнейшие добрые дела. Правком ТВ поздравляет ребят с их замечательным праздником и желает им дальнейших творческих успехов и развития. Радмила Кабирова, Гульфия Гафарова, специально для Правком ТВ. Английский или немецкий, французский или латинский, а может быть китайский? Давайте узнаем, что же выберут студенты нашего университета. Я изучаю английский, французский языки. Я знаю свой родной язык русский, также я изучаю английский, китайский, немного разговариваю на татарском и башкирском языке. Английский. Делаю вид, что знаю французский, чуть-чуть учу испанский. И один раз была на лекции по китайскому. Это считается? Not a little bit Russian, English and Chinese. Я знаю русский и китайский. А ничего, что я на английском разговариваю? Мне бы хотелось изучать арабский язык, испанский, немецкий.
Мне кажется, арабский и испанский язык – это языки тоже будущего. Возможно, когда-то они перейдут на международный уровень и станут международным языком. Китайский. Люблю палочки, иероглифы. Очень занимает. Сидишь на кухне, смотришь сериалы, иероглифы пишешь. Это прекрасно. Хочу изучать испанский. Он мне очень нравится. Это вообще мечта моя – поехать в Испанию. Я мечтаю изучать абхазский, потому что он такой забавный. Еще я бы хотела учить немецкий, потому что он тоже в романо-германской группе. И, возможно, испанский. I want to study the Russian language and the French. Хотелось бы немецкий и французский. Я вообще полиглот, поэтому как можно больше. I think the language just like a key. We can use this key to open the door to the world. В первую очередь, изучение языков – это, скорее всего, для саморазвития. Во-вторых, я хочу стать полиглотом, хочу путешествовать, а для путешествий нужно знание языков. В общем, хочу найти престижную работу. Во-первых, для меня очень важно общение и возможность общения между народами. То есть для меня это очень интересно. А также интересно находить понимание между странами и между людьми. Вот. Чтобы уехать. Я когда в Литуаль прихожу, я ведь ни черта не понимаю. Всякие хиалуроник, эйсид, вот это вот все, вот это вот. Я сюда пришла, чтобы понимать, что написано на этикетках в магазинах. Я забочусь о своем health. I love Башгу. Ich liebe Башгу. 我爱80届国立大学。 Башгу Бикьяратам. Ухиба Башгу. Эго амо Башкирс Републик Университет. Этот выпуск подошел к концу. В ближайшие недели вас ожидает похолодание, снегопад, а также новый выпуск ProfNews.